Добрый день, уважаемые зрители! Добро пожаловать! С вами Мадина Белялова, профессиональный коуч, психолог, мама 3 детей. И мы продолжаем с вами изучать инструменты, которые помогут нашим детям и нам с вами лучше учиться. Я хочу вам напомнить несколько элементов, которые помогают человеку стать более организованным. Мы сейчас говорим и про детей, и про взрослых. Конечно, это расписание. Я надеюсь, что все из вас, кто посмотрели наши прошлые уроки, сделали семейное расписание. Очень важный момент – это конспектирование, и вот как раз о конспектировании сегодня мы будем говорить именно в этом уроке. Конечно, это рабочее место, его удобство, подготовленность именно для выполнения учебных заданий. Очень важно обратить внимание, что многие дети делают уроки под музыку. Да, иногда это отвлекает, а иногда это очень полезно. Поэтому обратите внимание, что музыка должна быть инструментальная, без слов. Тогда уровень запоминаемости и концентрации значительно увеличивается. Ну, если вместо этого ваши дети слушают музыку со словами популярных артистов, то это, конечно, не помогает усвоению знаний. Обязательно обратите внимание на питание ребенка, какие наборы продуктов использует ребенок, и не забывайте напоминать о том, что вода очень важна для мозга и для эффективной работы, очень важен свежий воздух и кислород, и, конечно, фрукты. Вот это такой правильный микс для эффективной работы, физиологической работы мозга. Обязательно посмотрите на действия, которые помогают сбалансировать мозг. И здесь есть специальные упражнения, которые включают мелкую моторику вплоть до жонглирования. То есть если вы вместе с ребенком научитесь жонглировать 3 мячами, это будет невероятная польза мозгу. Поэтому пробуйте и расскажите, как у вас это получается. Если мы вернемся к вопросу конспектирования, посмотрите, как обычный лист рабочей школьной тетради необходимо разделить на 2 части. Одна часть основная, 2/3, сюда можно делать все записи, которые необходимо сделать во время урока. Дальше мы записываем сюда каждую мысль, важную, отдельную, другим цветом. Или предлагаем ребенку подчеркнуть это лайнером, чтобы действительно на фоне общего текста это было заметно. И маленькая часть, 1/3 листа, мы оставляем на вечер. После того, как вечером ребенок просматривает конспекты, он в эту часть заносит самые важные, главные мысли. И по сути дела, подготовка к экзаменам как раз-таки сводится к тому, чтобы ребенок научился переносить из большого объема информации, вытаскивать суть и записывать для основы подготовки к любому тесту или к любому экзамену. Вот в таком формате это поможет запоминать ребенку большой объем информации надолго. По сути дела, память работает таким образом, что очень важно создавать так называемые ассоциативные связи, что на что похоже. Очень важно, чтобы мы помогали ребенку использовать все органы чувств, и мы с вами в прошлых уроках пробовали узнать, какой канал обучения самый работающий у вашего ребенка, визуальный, аудиальный или кинестетический. Очень важно давать возможность запоминать или работать над темами в блоке не более 5 единиц, потому что именно вот такое количество позволяет мозгу запомнить объем информации. Очень важно, нужно создавать так называемые логические связи. И еще, пожалуйста, помните, что память — это не только генетика, память — это повторение. Через 10 минут, через день, через неделю, через месяц. И тогда гарантированно тот объем информации, который дают в школе, ребенок точно запомнит. А еще очень важно помнить, что есть несколько принципов создания обобщающих записей. Мы делаем это в течение всего учебного года, используя правильный формат подготовки конспектов. Обязательно мы это делаем в период подготовки к тестам или к экзаменам. А еще я вам сейчас покажу метод тезис-карт. Они очень интересные, и я хочу сказать, что это очень творческий инструмент. Посмотрите, вот такой объем информации мы можем с вами вот так зарисовать. Когда в центре есть основная тема,
В этой теме всегда есть подпункты, которые можно четко вывести в желтые кружочки с заголовками, и у каждого заголовка внутри есть какие-то разъяснения. Я вам хочу сказать, вы будете удивлены, вот таким образом можно записывать даже конспекты по математике и по физике, казалось бы, для очень структурных, очень четких предметов. Если вы попробуете сделать с ребенком вот такую технику, вы увидите, как классно и как быстро ребенок сможет вам пересказать, основываясь только на эту картинку. Попробуйте, пожалуйста, сегодня сделать конспект, как мы вам предложили, и записать какую-то информацию достаточно большого объема через тезис-карты. Как у вас получилось? Делитесь с нами своими успехами, задавайте вопросы здесь, в комментариях к этому видео. С вами была Мадина Белялова. Увидимся на следующих уроках.